Более 500 филологов из Кыргызстана, России и стран Центральной Азии стали участниками Международного форума для профессионального сообщества педагогов, преподающих русский язык за рубежом. «Русский язык и наука 21 века. Проблемы достижения перспективы», прошедшего 15-16 ноября в Кыргызско-Российском славянском университете. Я надеюсь, что это рукопожатие будет долгим, прочным и плодотворным для обеих сторон. Большая благодарность ректору вашего университета Владимиру Ивановичу Нефадьеву. Так получилось, что сейчас он находится в Москве, и это тоже сыграло очень большую положительную роль в развитии нашего сотрудничества, насколько я знаю. Но об этом мы подробнее будем говорить завтра, потому что открытие, официальная часть стратегической сессии по развитию научно-образовательного сотрудничества России и Кыргызстан состоится у нас завтра. Организаторами выступили Российский государственный гуманитарный университет и Кыргызско-Российский славянский университет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Мероприятие прошло в смешанном формате. Часть участников присутствовала непосредственно в КРСУ в Бишкеке, часть подключилась онлайн. На открытии форума выступил профессор, директор Института русского языка имени Арузбаева Мамед Тагаев. Прежде всего, давайте подумаем, кому нужен в Кыргызстане русский язык. Я думаю, прежде всего, он нужен нам, кыргызам, в первую очередь. Вопрос о сохранении и продвижении русского языка в Центральной Азии, в частности в Кыргызстане, в первую очередь завязан на проблемах образования, на проблемах науки. Слушатели форума узнали о том, что происходит с языковой нормой в 21 веке, и ознакомились с когнитивным подходом к преподаванию русского языка. Гости форума познакомились с эмоциональным роботом. Он был собран лингвистами РГГУ. Робот говорит на русском языке, реагирует на слова и касания, а также может понять психологическое и эмоциональное состояние собеседника. Мы собрали 510 диалогов в службе одного окна, куда люди приходят с коммунальными платежами и говорят: вот тут с завода мне что-то начислили, это вообще какая-то ерунда. Мы разметили эти видеозаписи, так что в этих видеозаписях мы отметили все облизывания, почесывания, то есть эмоционально значимые, возможно, эмоционально значимые движения рук. Работу форума продолжил научно-методический круглый стол «Русский язык. Исследования и преподавание». Были рассмотрены такие вопросы, как статус русского языка в Кыргызстане как учебного предмета, его взаимодействие с государственным языком, коллизии при взаимодействии, развития цифровых технологий и другие. Педагоги обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются в работе. Со стороны РГГУ поступило предложение заключить договор о расширении научного сотрудничества между вузами. В рамках совместных мероприятий КРСУ и РГГУ был презентован научно-образовательный проект «Центр евразийских исследований». Как отметил президент РГГУ, академик РАН Ефим Пивовар, новый проект будет направлен на проведение двумя университетами совместной научной, научно-организационной, образовательной, просветительской и методической работы, а также объединение специалистов, занимающихся проблемами евразийства. В ходе круглого стола «Россия и Кыргызстан. Основы социогуманитарного партнерства», ставшего продолжением презентации, участники отметили важность развития научного сопровождения интеграционных процессов, развернувшихся на евразийском пространстве, и необходимости более широкого разъяснения в обществе явных преимуществ социально-экономического сотрудничества Кыргызстана и России.